Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК «Саха», программа «Про авто 14». Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Режим труда и отдыха водителя-дальнобойщика. Что нужно знать, чтобы не получить штраф? Дорога в школу. Что мы о ней знаем и о чем должны рассказать нашим детям? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит солист хора Государственной филармонии Якутии Алексей Солдатов. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 18 по 24 августа зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 30 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. 2 человека погибло. Так, 18 августа примерно в 2 часа ночи водитель автомобиля Nissan Tiida на круговом перекрестке, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на дорожный знак, далее на столб уличного освещения. В результате ДТП от полученных травм в карете скорой медицинской помощи скончалась пассажирка-женщина. Сам водитель с травмами доставлен в медучреждение. Пьяное вождение было также зарегистрировано в поселке Марха. Водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Axio, не выдержав безопасную скорость движения и не справившись с рулевым управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадавших не было, но проведенное освидетельствование выявило, что водитель был пьян. Госавтоинспекция напоминает, что ДТП с участием нетрезвых водителей зачастую приводит к страшным последствиям. 19 августа в городе Нюрба водитель Toyota Isis выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с КАМАЗом. В результате происшествия водитель легкового авто с множественными травмами доставлен в хирургическое отделение Нюрбинской больницы. В тот же день в Якутске нетрезвый мотоциклист 19 лет совершил ДТП. Выбрав небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта, мотоциклист совершил с ним столкновение. В результате ДТП пострадавших нет. Предупреждение ДТП с несовершеннолетними мотоциклистами, велосипедистами и пользователями средствами индивидуальной мобильности большую роль играют взрослые, особенно родители. Госавтоинспекция напоминает, что для управления мототранспортом несовершеннолетние с 16 лет обязаны иметь водительские удостоверения соответствующей категории в зависимости от вида транспорта. Категория М для вождения мопедов, электровелосипедов до 50 кубов. Категория А1 дает право на управление легкими мотоциклами ограниченным рабочим объемом двигателя до 125 кубов, квадроциклы. Категория А с 18 лет мотоциклы с рабочим объемом двигателя более 125 кубов. Помните, каждая поездка требует внимательности, ответственности и уважения к другим участникам движения. Всегда используйте защитную экипировку, шлем, наколенник, световозвращающие элементы. Соблюдайте скоростной режим и избегайте опасных маневров. Проверяйте техническое состояние транспорта перед выездом. Будьте особенно осторожны в плохую погоду и в темное время суток. Помните, ваша жизнь и здоровье в ваших руках. Берегите себя и окружающих. Пуля дура, штык молодец. Знал бы Александр Васильевич Суворов нынешнюю статистику травм и жертв ДТП, добавил бы в это выражение и автомобили. В случае с нашими дорогами роль смертельного снаряда выполняют именно они, причем абсолютно все. И спортивные, и легковые, и грузовые, водители которых на первый взгляд должны вести себя ответственно, а на деле спускают курок, вдавливая в пол педаль газа. Пример тому многочисленные аварии. Какие меры предпринимаются для безопасной езды водителей и дальнобойщиков, узнавала моя коллега Ларина Сукуева. Управлением Госавтоинспекции Якутии на регулярной основе ведется анализ проводимых мероприятий в сфере грузовых и пассажирских перевозок водителями дальнобойщиков. Особое внимание уделяется соблюдению режима труда и отдыха водителями. В соответствии с федеральным законом о безопасности дорожного движения, физические лица, осуществляющие эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов, обязаны обеспечивать оснащение эксплуатируемых ими транспортных средств тахографами. В текущем году за управление транспортными средствами без тахографов привлечено к административной ответственности 1621 человек, то есть водитель. За выпуск на линию транспортного средства без тахографа
оформлено 149 должностных и юридических лиц. Так предусмотрены штрафы за нарушения, связанные с использованием тахографов, которые варьируются от 10 до 100 тысяч рублей. Кроме того, продолжительность ежедневного междусменного отдыха не может быть меньше 11 часов. И водитель обязан сделать специальный перерыв после 5 часов 30 минут непрерывного управления автомобилем. 11.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность как водителей по первой части за нарушение режима труда и отдыха и эксплуатации тахографов на водителей. По второй части это у нас предусмотрена ответственность как должностных, так и юридических лиц. А по третьей части это чисто за нарушение режима труда и отдыха по нахождению в пути. Начало нового учебного года – это традиционно горячая пора не только для педагогов, но и для всех родителей, особенно для родителей первоклассников. О том, что нового появилось в правилах дорожного движения для безопасности школьников на дорогах Якутска и Якутии в целом, как составить безопасный маршрут для ребенка, а также о правилах перевозки детей, мы поговорим с инспектором отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Ириной Ефремовой. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте сегодня поговорим о начале учебного года и начнем с того, какая работа ведется для обеспечения безопасности школьников на дорогах Якутска и республики. В преддверии нового учебного года сотрудниками Госавтоинспекции ежегодно проводится комплексная проверка эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и профессионального обучения. И другими словами, обследуются школы и территории школ на предмет готовности к учебному Новому году. А какие именно мероприятия будут проводиться вашим ведомством в образовательных учреждениях? Сотрудники Госавтоинспекции проверят все автобусы, которые используются для перевозки обучающихся, и особое внимание будет уделено водителям, которые допускаются к этому. Также с 26 июля по постановлению правительства Российской Федерации внесены новые требования в правила дорожного движения, где говорится о том, что запрещены любые лямки, фиксаторы, вот эти вот треугольники. И с этого года допускается только удерживающее устройство, то есть это кресло для детей от 0 до 7. И с 7 до 11 это вот бустеры, такие подушечки, которые удлиняют ребенка, чтобы ремень лег правильно. Также запланировано участие представителей Госавтоинспекции в педагогических совещаниях перед началом учебного года с рассмотрением вопросов организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Сейчас часто проводятся совещания именно с директорами общеобразовательных учреждений, и на котором определяются основные направления деятельности в данном направлении. И контрольные проверки организации дорожного движения проходят у нас по всей республике, и безопасные маршруты детей в школу обследуют комиссии с участием представителей Госавтоинспекции, муниципальных органов, дорожных служб и общественности. То есть тут и в ходе этой работы актуализируются паспорта школ, паспорта дорожной безопасности, и в них вносится обозначение новых пешеходных переходов, лежачих полицейских и пешеходных дорожек и тротуаров, если это необходимо. Также сотрудники не оставляют без внимания территории, прилегающие к школам, проверяют наличие необходимых дорожных знаков в соответствии требованиям оборудованных пешеходных переходов, а также места, предназначенные для посадки и высадки детей при организованном подвозе. Ежегодно мы знаем, что Госавтоинспекция проводит различные акции по безопасности именно в преддверии школьного сезона. Что планируется в этом году? У нас уже сейчас идет второй этап республиканского профилактического мероприятия «Внимание, дети», в котором будут выставляться также дополнительные посты патрулирования в местах расположения общеобразовательных учреждений, запланировано на проведение дополнительных инструктажей
нарядов в отношении применения мер административного воздействия к водителям транспортных средств за неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, проведение разъяснительной работы с участниками дорожного движения по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Что необходимо знать и помнить родителям, отправляя ребенка в школу, да, без сопровождения взрослых? В первую очередь, конечно же, необходимо составить безопасный маршрут дом-школа-дом. Как и что, с чего начинать? Да? Во-первых, родителю надо сесть с ребенком и прямо расписать на бумаге нахождение школы, их дома и прям проложить маршрут до школы. Далее необходимо уже с ребенком прямо пройти по этому участку, да, объясняя каждый переход, дорожный знак и так далее. И после этого уже ребенок может сам передвигаться, и желательно, чтобы он уже не менял свой маршрут без необходимости. Ну, я знаю, что в школьных учреждениях, в образовательных имеются такие маршруты, да, дом, школа, дом. Как можно с ними ознакомиться? Ну, это лежит ответственность на педагогах, да, мы их не обязываем, но вот эти маршруты должны находиться в местах, где каждый ребенок может спокойно с ним ознакомиться. То есть это обычно на первых местах, возле выхода, входа, да, висят такие плакаты, где обозначены самые главные дорожные переходы, школа, какие-то рядом находящиеся учреждения, чтобы ребенок мог знать, где ему пройти и где перейти дорогу безопасно. Ну, хорошо, когда школа находится в шаговой доступности, да, но вот многие родители привозят школьников на автомобиле. Я думаю, что сейчас хорошая возможность еще раз напомнить родителям о безопасности перевозки детей. Да, необходимо тут поговорить с детьми, чтобы ребенок обязательно выходил с машины только со стороны тротуара. Не с другой стороны. Бывает, что спешат, и все равно дети выходят со стороны проезжей части, да, что недопустимо. Далее нужно с ребенком поговорить, как переходить дорогу. Вроде бы очень простое правило, но тем не менее необходимо ежедневно повторять ребенку, чтобы он обязательно перед тем, как переходил дорогу, смотрел по сторонам и убедился, что машины остановились и готовы его пропустить. И только в этом случае переходить дорогу. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была инспектор управления госавтоинспекции Ирина Ефремова. А мы продолжаем тему безопасного маршрута для детей. Как научить ребенка безопасно добираться до школы и выбрать оптимальный маршрут, учитывая, что помимо учебы дети ходят в гости к друзьям, родственникам и в магазин. Постоянно сопровождать ребенка не всегда получается. И лучший вариант, на мой взгляд, подготовить ребенка к сложным ситуациям заранее. Накануне нового учебного года члены отряда юных инспекторов движения напоминают всем учащимся о безопасном маршруте до школы и обратно. Так, прежде чем выйти из дома, ребята советуют составить маршрут. Или нарисовать на карте, или составить в уме. Юные инспекторы движения на примере замечательного учебного пособия столичной школы номер 3 вначале показали нам схематично, как правильно составить безопасный маршрут до школы. Ребята, я вам хочу показать, какой я путь делаю от школы до дома. Так, тут я выезжаю, еду по тротуару, тут я спешиваюсь, перехожу дорогу, соблюдаю все знаки, потом здесь я еду, опять спешиваюсь, перехожу дорогу. Потом здесь я опять спешиваюсь, перехожу дорогу. Здесь я уже просто еду, и здесь доезжаю до дома. И вот такой у меня путь получился от школы до дома. А уже потом мы вместе вышли на улицу. Скоро начинается у нас школа, и нужно всегда помнить про безопасный маршрут. Когда я выхожу из дома или школы, я всегда должен построить план, куда я буду идти и как. Я выхожу из дома, перехожу дорогу, соблюдаю правила ПДД, смотрю направо и налево. Перехожу дорогу, иду по светофору. Даяна идет до школы по улице Петровского, пересекает площадь Дружбы и по проспекту Ленина доходит до пункта назначения.
В отряде юных инспекторов движения она уже 2 года и с удовольствием делится своими знаниями со всеми, в том числе с малышами. Много знает о первой медицинской помощи и что должно храниться в дорожной аптечке. А Сергей Лютов, благодаря занятиям ПДД в своей родной 3-й школе, уже определился с выбором профессии. Перед вами будущий сотрудник госавтоинспекции. Прекрасно знает правила дорожного движения, разбирается в дорожных знаках, а ведь идет только в 6 класс. В нашем городе еще есть знак жилой зоны. В жилой зоне мы можем ходить где угодно, но не мешая машинам. Машины тоже должны соблюдать свою ограниченную скорость 20 км в час. В отличие от Сергея, Сева добирается до школы на велосипеде и поэтому прекрасно знает о золотом правиле всех велосипедистов. Иногда я добираюсь в школу на своем велосипеде, но я помню главное правило ПДД. Как только я подъезжаю к пешеходному переходу, я всегда должен спешиваться. И, кстати, то же самое касается и всех водителей средств индивидуальной мобильности, проще говоря, электросамокатов. Сейчас мы стали с вами свидетелями очень грубого нарушения. Молодой человек, подъезжая к пешеходному переходу, не спешился с электросамоката. Это очень грубое нарушение. Надеюсь, после рассказа юных инспекторов движения школьники и их родители задумаются о безопасном маршруте до школы и обратно, верно составят его на карте и будут соблюдать правила дорожного движения. Ведь от этого зависит наша жизнь и здоровье. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них солист хора Государственной филармонии Якутии, солист народно-фольклорного ансамбля «Русь» Алексей Солдатов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Ну, Алексей, у нас традиционный вопрос всем участникам. Какой у вас стаж вождения? Стаж вождения, на машине у меня уже 23 года. А на мотоцикле только 3 года. Только 3? Да. Угу. Волнуетесь? Немножко. Немножко. Ну, желаем успехов. У нас будет 10 вопросов и нужны будут 10 ответов. Хорошо. Итак, внимание на экран. Первый вопрос. В какой из дворов вам можно въехать в данной ситуации? Варианты ответов. Повороты во дворы запрещены. Второй вариант. Только во двор направо. Только во двор налево. И четвертый вариант. В любой. Так, судя по тому, что я вижу, у мотоциклиста нет зеркал, соответственно, он не видит, что происходит сзади. Угу. Пересекая перекресток, я так думаю, что он может повернуть только во двор направо. Угу. Принято. Вариант номер 2. Следующий вопрос. О чем информируют эти знаки? Вариант ответов. Разрешенная скорость не более 40 км в час при влажном покрытии. Второй вариант. Рекомендуемая скорость 40 км в час при влажном покрытии. И третий вариант. Рекомендуемая скорость не более 40 км в час только во время дождя. Так, рекомендуемая скорость 40 км в час при влажном покрытии. Наверное, ответ второй. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Разрешена ли вам остановка в этом месте? Вариант ответов. Разрешена. Второй вариант. Разрешена без заезда на тротуар. И третий вариант. Запрещена. Не помню. Она так, подчеркнуто желтым. Остановка такси или автобуса, по-моему, да? Пусть будет запрещена. Запрещена. Вариант номер 3. Принято. Следующий вопрос. Как следует поступить водителю при переключении такого сигнала светофора? Варианты ответов. При включении красного сигнала повернуть направо, уступая дорогу другим участникам движения. Второй вариант. При включении зеленого сигнала продолжить движение только направо. И третий вариант. Указанные действия являются правильными в обоих случаях. Третий вариант. Третий вариант. Вариант номер 3. Принято. Следующий вопрос. Разрешается ли вам выполнить обгон в данной ситуации? Вариант ответов. Разрешается. Разрешается только если скорость трактора менее 30 км в час. И третий вариант. Запрещается. Запрещается, потому что впереди перекресток. На перекрестках, по-моему, запрещено совершать обгон. Угу. Третий вариант. Номер 3. Принято. Следующий вопрос.
На каком расстоянии от знака вам разрешено поставить автомобиль на стоянку? Вариант ответов: не менее 5 метров, не менее 10 метров или не менее 15 метров. Знакомый вопрос, вот не помню, честно. Не менее 5 метров. Не менее 5 метров, вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Как следует поступить в этой ситуации, если вам необходимо повернуть направо? Вариант ответов: остановиться и дождаться другого сигнала регулировщика. Второй вариант: повернуть направо, уступив дорогу пешеходам. Третий вариант: повернуть направо, имея преимущество в движении перед пешеходами. Второй вариант. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнить обгон? Вариант ответов: разрешено. Второй вариант: разрешено, если скорость грузового автомобиля менее 30 км в час. И третий вариант: запрещено. Запрещено, согласно знаку. Запрещено. Принято. Следующий вопрос. Кто имеет право проехать перекресток первым, если все намерены двигаться прямо? Вариант ответов: водитель троллейбуса. Второй вариант: вы вместе с водителем троллейбуса. И третий вариант: в данной ситуации очередность проезда определяется по взаимной договоренности водителей. Так. Это же у нас там что, так, маячок включен. Какой вопрос? Такой. И ни знаков никаких нету, главное, не главное. Если знаков нет, то что? Значит, в данной ситуации очередность проезда определяется по взаимной договоренности водителей. Наверное. Или вместе с водителем троллейбуса. Троллейбус имеет преимущество. Как же сложно. Ну, пусть будет второй вариант. Вариант номер 2. Вы вместе с водителем троллейбуса. Да. Принято. Следующий вопрос. В каком случае вы обязаны уступить дорогу пешеходам? Вариант ответов: только при повороте налево. Второй вариант: только при повороте направо. И третий вариант: в обоих случаях. В обоих случаях, конечно. В обоих случаях. Третий вариант. Принято. Это был последний вопрос. Да, очень быстро пролетело. И сейчас результаты проверит наш эксперт, преподаватель ПДД Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, проверим знания из области правил дорожного движения Алексея. Итак, первый вопрос. Какой из дворов вам можно въехать в данной ситуации? У нас установлен предписывающий знак 4.1.1, который действует только на первом пересечении проезжей частей. Движение прямо не запрещает во дворы направо, только во двор направо. Здесь ответ у вас был правильным. О чем информируют эти знаки? У нас установлена табличка 8.16, влажное покрытие. Указывает, применяется со знаком у нас в данном случае рекомендуемая скорость. И, значит, эта табличка и знак действуют во всех случаях, когда покрытие проезжей части влажное. Ответ был правильным. Рекомендуемая скорость 40 км в час при влажном покрытии. Разрешена ли вам остановка в этом месте? Сплошная желтая запрещает остановку, и она действует на той стороне, где она нанесена. Поэтому сплошную желтую здесь остановиться на сплошной желтой запрещается. Ответ был правильным. Запрещена. Четвертый вопрос. Здесь вы допустили ошибку. Как следует поступить водителю при переключении такого сигнала светофора? Сигнал светофора красного, желтого, зеленого сигналов светофора, они действуют на том направлении, где они указаны. Поэтому здесь, когда загорится зеленый, при включении зеленого сигнала продолжит движение только направо. Ответ был неправильным. Здесь ответ 2. Разрешается ли вам выполнить обгон данной ситуации? У нас по правилам идет такое правило. Значит, на перекрестке можно идти на обгон, если мы едем или двигаемся по главной дороге. То есть разрешено движение неравнозначных дорог при движении по главной дороге. Ответ: разрешается. Здесь допущена была ошибка.
Следующее. На каком расстоянии от знака вам разрешено поставить автомобиль на стоянку? Остановка и стоянка запрещена ближе 15 метров от остановочной площадок. Здесь тоже допущена ошибка. Ответ 3, не менее 15 метров. Как следует поступить в этой ситуации, если вам необходимо повернуть направо? Перекресток регулируемый. Если жезл смотрит лево, проезжай как королева. То есть вы можете двигаться в любом направлении, вы поворачиваете направо и уступаете дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. Ответ был правильным. Далее, разрешено ли вам выполнить обгон? Здесь у нас установлен знак 3.20, обгон запрещен. Но здесь есть немного такая ситуация, что обгон запрещен, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мотоцикла без боковых прицепов, а также мопедов. Но здесь у нас двигается грузовой автомобиль, поэтому мы его обгонять не можем. Запрещено. Ответ был правильным. Кто имеет право проехать перекресток первым, если все намерены двигаться прямо? Ну, такая ситуация у нас бывает очень редко. У всех помеха справа и хотят двигаться только прямо. Тогда здесь работает договоренность. Самый опытный водитель пропускает одного, ну, потом работает, конечно же, правило правой руки. В данной ситуации очередность проезда определяется по взаимной договоренности водителей. Ответ здесь 3. Вы здесь допустили ошибку. В каком случае вы обязаны уступить дорогу пешеходам? Ну, конечно, при повороте направо, налево мы должны уступить дорогу пешеходам, переходящие проезжую часть. Ответ в обоих случаях. Итак, у нас Алексей допустил 4 ошибки. Уважаемые водители, уважайте других участников дорожного движения. У нас происходит изменение правил дорожного движения, особенно в апреле 2025 года произошло очень много поправки правил дорожного движения, поэтому постоянно нужно читать, ознакомиться. Правила дорожного движения устанавливает единый порядок на всей территории Российской Федерации. И это закон дороги, который нужно строго соблюдать. Будьте внимательны и осторожны. Уважайте других участников дорожного движения. Всего вам доброго. До свидания. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!